Доброе утро! Вы смотрите самую утреннюю, самую семейную, самую добрую и полезную программу «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» НВК Саха. Сегодня в студии работаю я, Дарья Анкехова, ну и, конечно, наша большая утренняя команда. Как всегда, в течение ближайшего часа интересные новости, беседа с гостями, наши постоянные рубрики, ну и, конечно, отличное настроение. Поэтому оставайтесь с нами. Если вдруг вы проспали или, возможно, желаете пересмотреть какой-то материал, вы всегда можете это сделать в наших социальных сетях. QR-код вы видите сейчас на экране. И, как всегда, мы начинаем наш эфир с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 9 градусов. В Заречной группе 12-17 выше 0. В южных районах до 11 градусов тепла. В Вилюйской группе 5-18, в Нижнеленских до 19. В западных районах 7-18 со знаком плюс. В Колыман-Дигирской группе Улусов до 14 градусов тепла, в Янских 7-15. На северо-западе ожидается до плюс 19. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 13 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается днем до плюс 17 градусов. Немного, конечно, прохладно сегодня, но я думаю, самое время сейчас сделать комплекс упражнений для того, чтобы, во-первых, разогреться, взбодриться, ну и, конечно, проснуться вместе с нашими младшими детишками. Поэтому берем своих малышей, берем подростков и делаем спортивный комплекс вместе с нами. Всем доброе утро! Сегодня в качестве помощника у меня моя внучка. Берите своих детей и начинаем. Первое упражнение у нас будет на баланс. Мы будем стоять на одной ножке и наклоняться. Я постараюсь это сделать красиво. Так, и мы поехали. 1, 2, 3, 4. Удерживаемся. 5. Хорошо. 6. Если вам сложно делать это упражнение на одной ноге, вы можете подставлять вторую ножку, чтобы не терять баланс. Наклоняетесь и подставили ножку. Наклоняетесь и подставили ножку. 1, 2, 3, 4, 5. Еще 2. 1 и 2. Все отлично. Мой ребенок весит 12 килограмм. Так как я спортивный человек, мне достаточно легко. Но если у вас ребенок весит больше, то, соответственно, это упражнение, скорее всего, делать вам не надо. Второе упражнение мы сделаем наклоны. Также обнимаем своего ребенка. Будем наклоняться, таз отводить назад. Колени у нас сгибаются за счет отвода таза назад. Голову ребенка можно поддерживать рукой и наклоняться вот таким образом. Да. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Это упражнение можно делать минуту. Оно достаточно легкое, но очень полезное. Это упражнение развивает нам красивые ягодицы. Следующее упражнение мы также держим своего ребеночка на руках, и у нас будет захлест. Мы ножки заводим назад и пяткой стараемся достать до ягодиц. Это тоже упражнение можно делать 1-2 минуты, потому что оно достаточно легкое, но оно очень эффективное. Это упражнение подтягивает нам заднюю поверхность бедра. Вот. И вот так вот мы работаем, включаем веселую музыку, вам хорошо и ребенку классно. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Можно делать еще по 2. По 2. В общем, включайте музыку и кайфуйте. Так, держись крепко. Угу, хорошо.
Так, следующее упражнение у нас разгибание ног лежа. Это упражнение очень хорошо нам прокачивает колени и квадрицепс. Итак, мы поднимаем ножки вверх, придерживаем ребенка. Также это упражнение можно делать 1 минуту. Но здесь очень осторожно, чтобы может включиться поясница. Поэтому вы можете коленки чуть-чуть подвинуть на себя и поднимать вот так ножки. Не надо сильно высоко, потому что ребенок может перевалиться вам на лицо. И вот можно раз к себе, раз к себе. Хоп, хоп, хоп. Тут еще очень хорошо работает пресс. Так, ручки можно положить за голову. И ребенок должен держаться. Приобщайте своих деток к утренней зарядке. Это очень полезно и здорово. Всем пока-пока, до новых встреч. Пока-пока! Ну а сейчас давайте узнаем, что же произошло на территории нашей республики за последние сутки и что же произошло за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В Якутии в первом полугодии этого года резко вырос спрос на вахтовых специалистов, особенно на бурильщиков, слесарей и дорожных рабочих. Самые высокие зарплатные предложения среди лидеров роста зафиксированы у слесарей в среднем 188 тысяч рублей за вахту, в то время как бурильщикам предлагают около 146 тысяч рублей. В целом по стране количество вакансий для ряда профессий увеличилось вдвое, а средняя зарплата в вахтовом сегменте вплотную приблизилась к отметке в 200 тысяч рублей. В Мирнинском поселке газовики к началу отопительного сезона заменят 520 метров инженерных сетей, включая отопление, канализацию и водоснабжение. Коммунальщики уже демонтировали старые трубы и приступили к сварке новых. Также ремонтные работы пройдут в поселке Аэропорт, где частично обновят систему отопления и горячего водоснабжения. Модернизация сетей в обоих населенных пунктах призвана обеспечить бесперебойную работу ЖКХ в зимний период. На данный момент ложится ветка системы канализации, то есть новая ветка полностью прокладывается, то есть мимо первого дома и выходит, то есть в основную центральную систему канализации. Далее пойдут они, так как они идут вкупе, идет холодное водоснабжение и горячее водоснабжение, подача и обратка, 2 ветки. Далее у нас также пойдет утепление данного маршрута, то есть то, что заварит, то есть подготовили уже опоры, на чем будут лежать, собственно говоря, трубы, то есть материалы, материалы все у нас имеются. С 2012 по 2025 год благодаря программе «Земский доктор» в сельские больницы Якутии приехали работать 1668 медицинских специалистов. Это 1361 врач и 307 медсестер и медбратьев. Только за прошлый год штат районных больниц пополнился на 111 сотрудников, а в планах на этот год привлечь еще 106 человек. На сегодняшний день новые договоры подписали уже 62 медика, поэтому специалисты уверены, что план будет выполнен полностью и вовремя. Чтобы поддержать приезжающих врачей и средний медперсонал, на подъемные выплаты в этом году выделили 163 миллиона рублей. Основную часть этой суммы покрывает федеральный бюджет, а оставшиеся 7% добавляет республиканская казна. Конечно же, хотелось рассказать про программу обеспечения жильем медицинских работников, которая реализуется у нас для врачей, прибывших в арктические и северные районы. Это программа для врачей до 40 лет. По истечению 5 лет работы они могут претендовать на выплату в размере 50% от стоимости однокомнатной квартиры. В этом году размер выплаты будет свыше 3 миллионов рублей. То есть врачи, прибывающие в арктические и северные районы, сразу могут претендовать на участие в 2 программах. Это «Земский доктор» и региональная программа по обеспечению жильем медицинских работников. Центральная библиотека Горного Улуса активно организует летний досуг школьников. В первом сезоне работал кружок чтения на якутском языке «Кинигичея». Во втором – патриотический проект «Родина в ладошколах», реализованный в рамках нацпроекта «Семья». Данная инициатива была признана лучшей библиотечной практикой региона. Кружок Центральной библиотеки называется «Сайдар Сайын». В
в котором ходят школьники среднего звена и старшеклассники. В программе кружка чтения книг, интеллектуальные конкурсы на различные темы, мастер-классы. Из филиалов в Атаманской сельской библиотеке 2 года подряд работал библиолагерь, где библиотекарь Елизавета Ефремова с энтузиазмом провела познавательные и литературные мероприятия, творческие занятия и подвижные игры. С 1 марта следующего года российские банки начнут отказывать в проведении операций, если на устройстве клиента будет обнаружено вредоносное ПО. Инструменты для выявления вирусов интегрируют в мобильные приложения на официальном сайте кредитных организаций. По данным МВД России, мера затронет платежи по картам, электронные переводы и транзакции через систему быстрых платежей. Нововведение направлено на усиление защиты средств граждан от гиперпреступников. Это были все новости этого утра. До встречи в эфире. Сегодня наш день мы начали с зарядки именно с нашим младшим поколением, с ребятишками. И ведь это такой простой, но важный способ показать ребенку, забота о себе и о близких начинается с малого. Так, например, партнерские роды – это возможность разделить один из самых важных моментов жизни с близким человеком. С каждым годом эта практика становится все более востребованной, и все больше будущих родителей выбирают этот путь. Но как к этому правильно подготовиться, чтобы ничего не бояться? Сегодня об этой важной теме мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии Татьяна Кириллина, врач-акушер-гинеколог родового отделения перинатального центра Республиканской клинической больницы. Доброе утро, Татьяна. Доброе утро. Ну, давайте поговорим на такую общую тему. Почему сегодня вот именно парные роды становятся все популярнее и популярнее? Да, партнерские роды становятся, да, действительно очень популярными сейчас. Если раньше было совсем мало, да, таких родов у нас, мы практикуем 2006 года, то сейчас, конечно же, действительно рост идет. Было незначительное снижение таких родов во время пандемии, когда были ограничительные меры. Так, значит, что такое партнерские роды? В 2 словах, это те роды, при которых с момента начала родовой деятельности до рождения ребеночка с вами в палате находится близкий вам человек. Ну, стереотипно мыслят все, что это должен быть мужчина. На самом деле не так. Да, на самом деле не так. Конечно, в первую очередь это, конечно же, идет партнер, да, потому что семейные пары готовятся к этому процессу, ответственному важному моменту к своей жизни совместно. Если же ваш партнер психологически не готов или боится, да, есть такие, конечно же, ситуации, люди, которые боятся капли крови, медицинских манипуляций, тогда вы можете взять с собой или близкого вам члена семьи, маму, сестру, близкую вам подругу. Можно. То есть даже друзей можно? Да. Не страшно ли мужчинам вот на вашей практике присутствовать, в большей части мужчинам, да? И, может быть, вспомните, как, возможно, кто-то из них обычно справлялся с этим волнением? Конечно же, страшно. Вот, поэтому к этому нужно подойти очень серьезно и ответственно. Да? С самого начала подготовки, прегравидарной подготовки беременности и с начала беременности до конца родов. Значит, человек должен быть готовым психологически быть рядом с вами во время родов. Для этого что нужно? Доступную информацию изучить, да, в сети интернета и проходить вместе с вами школу, подготовку к беременности и к родам. Если человек действительно готов вас поддержать психологически, эмоционально, то, конечно же, никаких проблем не должно быть. А с точки зрения медицины, какие-то анализы, справки нужно иметь? Да, в каждом медицинском учреждении есть свои требования. В нашем перинатальном центре требуется, конечно же, паспорт, да, документ, удостоверяющий личность, документ подтверждения флюорограммы, который действует в течение года, справка ИФА крови на ковид, также отсутствие противопоказаний каких-либо инфекционных заболеваний, сменная одежда, обувь, ну и желание, само собой. Самое главное. Самое главное. Ну, давайте поговорим немножечко о самом процессе, потому что действительно роды у женщин бывают у кого-то час, у кого-то 10-12 часов. Да, более 12. Вот все-таки партнер должен присутствовать от начала до конца, или он может войти в любой момент, когда захочет, и выйти?
Как у нас происходит этот процесс? Да? В общем, например, у вас появились схватки, схваткообразные боли дома. Вы вместе с вашим партнером, уже договорившись, приезжаете к нам в роддом. В приемном покое вас осматривает доктор. Если у вас идет раскрытие маточного зева, и у вас началась родовая деятельность, после оформления всей документации, осмотра, вы вместе проходите со своим партнером в индивидуальную родовую палату. Так, конечно же, самое важное нахождение в палате в первом периоде родов. Да, здесь нужна большая поддержка, психологический комфорт, когда рядом с вами находится ваш партнер, и физическая поддержка. Ну, такие это как банальные вещи, да, как это подача воды, помочь встать, лечь, поменять позицию на кровати, да, вызов медицинского персонала. Такие вещи, как стереть пот со лба, укрыть пледом. Достаточно очень много помощи делает партнер, и при этом у женщины отпускается страх, идет спокойствие и вырабатывается окситоцин, который способствует раскрытию быстрому шейки матки. Есть такие же сценарии, если ваш партнер боится самих родов, он может присутствовать только в первом периоде и отсутствовать во втором периоде во время рождения ребенка. Также у нас есть партнерские роды во время плановых операций кесарево сечения. Когда партнер, конечно же, не заходит в операционный зал, в стерильную зону, да, к нему приводит ребеночка сразу после рождения, где он находится некоторое время вместе с ребенком в палате родственников. А в каких случаях партнерские роды категорически запрещены или вообще не рекомендуются? Да, конечно. Во-первых, это признаки инфекционных заболеваний, признаки ОРВИ, гриппа у партнера. Тогда мы, конечно же, отказываем. Отсутствие индивидуальных родов палат. Бывают такие случаи, когда у нас очень много в одно и то же время находится рожениц. Да? Тогда мы можем отказать. И тяжелые какие-то осложнения, предполагаемые преждевременные роды, какие-то реанимационные мероприятия, если нужны, тогда мы можем, конечно же, отказать партнерских родов. Не всегда, да, возможно, там форс-мажор какой-то, да, и прямо перед родами может быть отказ. Да, прямо перед родами может быть отказ. Это мы смотрим все индивидуально. Роды — это непредсказуемый процесс. Да, в любой момент что-то может поменяться. Да. Ну а что бы вы, допустим, пожелали тем, кто, возможно, сейчас стоит вот как раз-таки у этого выбора, да, идти, не идти, возможно, сейчас за чашечкой чая утреннего сидят со своей супругой и обсуждают тему, да? Какие основные плюсы все-таки совместных родов, да, вот с точки зрения вас как акушера-гинеколога? Но, как я уже сказала, это прежде всего психологический комфорт для женщины. Это помогает нам, да, чтобы роды закончились физиологически, без каких-либо осложнений. Прежде всего, это когда рядом с вами находится ваш близкий человек, это или муж, или мама, или сестра, то роды происходят комфортнее. Да? Это нам тоже, медицинскому персоналу, очень помогает. Да. Поэтому идем помогать медицинскому персоналу, своим любимым, близким, родным. Все-таки, чтобы на свет появилось чудо, нужно как-то совместно это роды, принять. Да, это такой процесс сложный. А совместные роды — это возможность пережить такой чудесный такой момент вместе, да, и помочь появиться своему ребенку. Татьяна, спасибо большое за прекрасную беседу. Мы желаем вам хорошего рабочего дня. Ну и пускай побольше детишек появляются именно с вашей помощью. Спасибо. Думаете, 13 число – это просто несчастливое число? А ведь 13 августа можно отмечать несколько поводов для радости. Это и Международный день левшей, и повод вспомнить про сарафан как часть культурного кода, и даже день, когда в Лондоне впервые показали цветное телевидение. Чем еще отмечен этот день в календаре, узнаем далее. На календаре 13 августа – Международный день левшей. По народному календарю – Евдокимов день. На Руси у этого дня было особенное значение. Православные отмечали Евдокимово заговение перед Успенским постом. Впрочем, сам пост не считался голодным, поскольку приходился на лето, и выбор блюд, которые можно было вкушать, радовал разнообразием.
Люди ели новый хлеб, свежие овощи, многочисленные плоды и ягоды. Это день в истории. 1624. Кардинал Ришелье назначен первым министром Франции. 1822. Император Александр I подписал рескрипт о запрещении тайных обществ и масонских лож. 1928. В Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. 1961. Начато сооружение Берлинской стены. В этот день родились 1773. Юрий Лисянский, русский мореплаватель и путешественник. 1829. Иван Сеченов, русский физиолог, создатель физиологической школы. 1907. Тамара Макарова, советская актриса, педагог, народная артистка СССР. 1912. Сальвадор Лурия, американский микробиолог итальянского происхождения, Нобелевский лауреат. 1954. Галина Данчикова, государственный и политический деятель, заслуженный работник Народного хозяйства Республики Саха-Якутия, отличник Государственной гражданской службы Республики Саха-Якутия. Именины сегодня отмечают Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иосиф, Константин, Николай, Сергей, Степан и Юрий. Ну а сейчас, дорогие телезрители, попробуйте сделать вот несколько таких интересных моментов, которые, возможно, вы никогда не делали. Например, возьмите прямо сейчас чашечку кофе, или откройте дверь, или застегните пуговицу левой рукой. Ну, я думаю, у многих получилось, но нелегко, правда? А ведь для 10% людей на планете это привычный способ делать все это каждый день. 13 августа – Международный день левши. Сегодня левши по всему миру принимают поздравления. Но еще пару десятилетий назад эта дата для многих была днем скрытой боли. В советских школах леворукость считалась чуть ли не болезнью, а детей с неправильной рукой жестко переучивали. Герой нашего следующего сюжета прошел через эту школу выживания, но не сломался, а превратил свою особенность в дело всей жизни. Международный день левши у Николая вызывает особые чувства. Он родился левшой, а в советской школе это приравнивали к пороку. В детстве родители обнаружили, что я левша по рождению, да. Когда поступил в первый класс, тогда же было СССР, все по стандарту. Ученики должны были писать только правой рукой, и поэтому мне привязывали левую руку, чтобы я писал только правой. Перевязывали этим медицинским бинтом, чуть просто фиксировали, не туго, ничего. Родители относились нормально. Переучить Николая на правшу не получилось, зато он стал амбидекстером. Одинаково хорошо владеет обеими руками. Домашку я дома делал левой рукой. В итоге научился пользоваться двумя руками. Особенно это в детстве помогало в детских играх, потому что я умел кидаться снежками двумя руками, И меня все хотели в свою команду взять. До сих пор это очень сильно помогает в жизни, то что если что-то рука одна занята, другой пишу, правая занята, я левой могу написать и так далее. Свою леворукость он обратил в преимущество и даже открыл автосервис, который так и назвал – «Левша». Я думал над разными вариантами, потом вспомнил, что я левша, И думаю, слово короткое, есть буква «А», и люди, когда читают или узнают название, начинают задумываться, почему левша. Может, только для левшей, или работают только левши, То есть название цепляет и в памяти легко остается. Но случай Николая скорее исключение из правил. Большинство переученных левшей сталкиваются с серьезными последствиями. Современные исследования однозначно говорят, леворукость – это норма. У нас в популяции нашей это примерно 10%, то есть каждый 10-й человек – это левша. То же самое мы можем видеть у некоторых видов, например, у шимпанзе, у попугайчиков, и интересно, что у кенгуру тоже есть предпочтение, такая довольно сильная латерализация.
Ребенка не нужно переучивать, левшество – это норма. Если родитель почему-то хочет переучить ребенка, в основном это касается навыков письма, то у такого ребенка переученного у него может эта функция формироваться гораздо дольше, чем у остальных деток, поскольку ему нужно осознанно контролировать движение правой рукой. На это у него уходят психические силы, то есть такой ребенок быстрее истощается, и навык сам формируется дольше. Ну и, конечно, самый такой негативный фактор – это давление на ребенка, поскольку он может столкнуться с критикой, что якобы он пишет как-то не так. С этим неприятным давлением, и, конечно, это может приводить и к повышенной тревожности, и к снижению уже самооценки. Левшам скорее рекомендуется для деток выстроить, правильно поставить свет, когда он пишет, правильно поставить листочек, чтобы ему было удобно, сделать хват руки хороший. Также в школе важно следить за тем, чтобы левша сидел с левой стороны, поскольку иначе у правшей левши могут локоточки так мешаться друг другу. В Международный день левши мы желаем всем, кто пишет левой рукой, оставаться собой. И помните, левая рука ничуть не хуже правой. Илана Захарова, Артумен Наговицын, Якутск. Когда мы пробовали делать привычные вещи левой рукой, стало понятно, насколько непривычным может быть даже простой жест. В спорте это знакомо каждому. Сначала любое движение кажется неудобным, тело сопротивляется, мозг не успевает обрабатывать сигналы, но затем все становится проще. Профессия тренера по плаванию сочетает в себе и педагогику, и анатомию, психологию, ну и, конечно, технику. Всем добрый день. Меня зовут Портнягин Илья. Я являюсь тренером плавательной школы Arctic Swim. Работаю здесь уже 2,5 года. Тренирую детей, взрослых, то провожу индивидуальные занятия, групповые. Но у меня больше акцент на проведение групповых занятий. Пришел к этой профессии именно еще с того времени, когда я сам тренировался. То есть 7 класса. Видел, как тренер мой тренирует детей, понял, что это очень интересная профессия. Дети прямо стремятся, общаются с тренером именно по этой части. Научиться плавать, даже может участвовать на более высоком уровне в соревнованиях. Я вот лично добился именно с первого спортивного разряда. И думаю, что для меня это не предел. И детей тренируют, чтобы они тоже достигали таких высших разрядов спортивных. Ну, или даже выше. Я люблю свою работу, потому что это связано именно с общением, обучением детей, плаванию. Это очень хорошая профессия, которая может спасти множество жизней. Даже спасти жизнь другого человека. Думаю, что от природы человек должен любой уметь плавать. Сложности бывают, да. Бывают, конечно, дети, которые, непослушные. К ним нужен такой подход индивидуальный, чтобы они вошли именно в волну всего этого процесса тренировочного. Чтобы тренировались как остальные дети, систематически, то есть. В моей профессии важны такие качества, как настойчивость, упорность, и индивидуальный подход к каждому человеку, к каждому ученику. Потому что, как говорится, мы все люди разные. Я бы хотел пожелать будущим спортсменам или те, кто уже занимается, не останавливаться на своих целях, стремиться больше и достигать еще более высоких целей и результатов.
По мне, так очень такая необычная и уникальная профессия – тренер по плаванию. Ну а вот что делать, если вдруг все же остался ты без работы? Государственные программы обучения и переподготовки помогают якутянам освоить новую профессию, найти работу. Среди участников как безработные, так и пенсионеры, и те, кому до пенсии осталось совсем немного. Как переобучение меняет жизнь и дает второй шанс в нашем следующем сюжете. У нас есть сайт «Работа в России», через который вы вставали на учет. Здесь, когда с телефона смотрите, нажимаете 3 полоски, образовательные программы, список образовательных программ. Здесь у нас все курсы, которые можно пройти через Центр занятости. Если будете смотреть через компьютер, то вкладка у нас сразу идет здесь. Курсы у нас разные. В основном на данный момент остались рабочие специальности, но можно посмотреть. На сегодня, как видите, 67 образовательных программ. Да, есть. Курсы периодически меняются, что-то появляется, что-то исчезает, поэтому нужно мониторить. Рынок труда сегодня меняется стремительно. Технологии обновляются, старые специальности уходят в прошлое, а на их место приходят новые. И в этой гонке выигрывает тот, кто умеет перестраиваться. Поэтому сейчас важно быть гибким, готовым переобучаться или даже кардинально менять профессию. Национальный проект «Кадры», по которой у нас могут пройти обучение граждане в возрасте до 35 лет, граждане с инвалидностью, участники, ветераны специальной военной операции. Также могут пройти обучение граждане 50+, и предпенсионеры. Ну и также, естественно, наши безработные и ищущие граждане. Выбор профессий довольно широк. Это в основном те, которые наиболее востребованы на рынке труда. Есть профессиональное обучение. Это у нас идут рабочие специальности, такие как пекари, швеи, сварщики, операторы котельной и так далее. Есть курсы повышения квалификации. Это 1С-программисты, веб-разработчики, дизайнеры. И курсы переподготовки, то есть где выдается уже диплом. Это у нас в этом году геодезисты, экономисты по безопасности и также в сфере здравоохранения. Отметили четверть, середину, прикалываем булавками по отметкам, потом по кругу шьем со стороны кашсе, чтобы все 3 среза были одинаковые. Поднимаем лапку, опускаем иголку. Начинаем с бокового шва. За швейной машинкой Софья Кириллина. Еще месяц назад она и не думала, что будет строчить строчку за строчкой. Женщина осталась без работы, но решила руки не опускать и подала заявку на обучение. Попала на курсы швеи и не случайно. Меня очень давно интересует сфера швея. И получается то, что я хотела давно системно обучиться на этом профессии. И вот благодаря Центру занятости я получила такой шанс бесплатно учиться. Первое шитое самостоятельное изделие готово. Преподаватель отмечает, те, кто приходит учиться осознанно, как Софья, учатся всему быстро и продуктивно. Софья, она способная ученица. За 2 занятия она шила свитшот. Вот сегодня закончили. На одно дело научиться, другое найти работу или запустить бизнес. Здесь тоже готовы прийти на помощь в Центре занятости. Закрепляется куратор, с которым они будут вместе уже подбирать вакансии. Да. Также мы помогаем в составлении резюме. Также просматриваем, естественно, вакансии, подбираем, какое обучение будет востребованным, куда они смогут устроиться. В рамках действующих государственных программ через Центр занятости на обучение и переобучение было направлено более 500 якутян. И такая помощь государства делает мечты людей реальными и дает уверенность в завтрашнем дне. Туяра Филиппова, Аэлита Махно, Стас Потапов, Якутск. Когда решаешься на переподготовку, это не просто про новые знания, это про внутреннее обновление. Хочется в этот момент и как-то выглядеть по-новому, будто подтверждаешь себе: да, я действительно начинаю другой этап. Мода и стиль тут становятся способом мягко закрепить эти перемены. Ведь стиль – это не только про одежду. Стиль – это также и про акценты. Сейчас мы узнаем, как аксессуары управляют впечатлением и делают образ законченным. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. И сегодня мы с вами поговорим про аксессуары.
Ранее мы с вами разбирали тему гардероба очень детально, о том, как правильно все собирать, подбирать, разбирать свой гардероб. А сегодня, я думаю, стоит понять, какие украшения все-таки внедрять в свой гардероб в будущем сезоне. Потому что тренды скоротечны, быстро все меняется, а наша задача с вами, как говорится, держать руку на пульсе и знать, что актуально в этом сезоне. Один из главных трендов – это морская тематика. Все, что связано с морем. Все возможные ракушки, звездочки морские, жемчуг, конечно же, много-много жемчуга. Многие говорили, что жемчуг уже вышел из моды, кто-то говорил, что жемчуг – это история наших бабушек, а я как стилист вам скажу, что жемчуг – это то, что работает всегда 24/7. Вы всегда можете использовать разные варианты жемчуга. Это могут быть серьги, это могут быть украшения на руки, может быть, объемные браслеты. А сейчас также очень популярны браслеты на ногу. И даже их можно носить в сочетании с вашими яркими образами. Смотрите, как много классных ярких браслетов. Они все выполнены из пластика. Пластиковые украшения также являются трендом сезона. Мы с вами можем носить симметрично два одинаковых браслета. Также хорошо будет, если мы сделаем одну акцентную руку с объемными пластиковыми украшениями. Пробуйте, сочетайте в разных оттенках, которые перекликаются с вашим гардеробом. Тогда вы точно получите идеальное сочетание аксессуаров и вещей. Подбирайте цвета, которые идеально сочетаются с вашим гардеробом. И тогда вы получите хорошее сочетание вещей и аксессуаров. Также сейчас актуальны натуральные камни. Обратите внимание на янтарь, потому что янтарь, опять же, многие задвинули на второй план и совсем забыли о том, что, скорее всего, у каждого человека дома есть хотя бы одни янтарные бусы. А как их носить в будущем сезоне? Очень просто. Берем простую базовую белую футболку и сочетаем с янтарными бусами. Поверьте, этот 100% будет идеальный вариант. Красивый, актуальный терракотовый цвет янтаря, вот этот вот оттенок, он будет замечательно перекликаться, давать энергию солнца, ну и плюс ко всему вы будете выглядеть очень стильно. Также продолжает набирать популярность различные металлы и украшения из разных металлов. То есть чаще всего, конечно, это хром под серебро, что-то вот такое. Это очень красиво смотрится и является идеальным акцентом в гардеробе. Но не бойтесь сочетать золото в сочетании с серебром. Если еще пару лет назад говорили, что это моветон, то сейчас это смелое решение для девушек, которые следят за трендами. Также нам стоит обратить внимание на национальные украшения. Носить их чаще, чем раз в год, друзья, потому что именно они являются способом самоидентификации и подчеркивания индивидуального стиля народа Саха. Такие украшения прекрасно будут сочетаться с разными вариантами. Выбираем их как акцентную деталь в своем образе. Используем базовые образы и добавляем небольшой акцент. Это точно будет выглядеть очень красиво и индивидуально. А сейчас у нас очень интересная новость от филиала нашего телеканала. Вокалисты из Нерюнгри приняли участие в ежегодном музыкальном фестивале «Новые огни» на Байкале. Это событие – настоящая творческая лаборатория, где юные таланты встречаются с признанными мастерами сцены. Подробнее в нашем следующем сюжете. Солистки вокальной студии «Апельсин» под руководством Татьяны Усинок в очередной раз ярко заявили о себе на всероссийском уровне. Проект собрал более 700 молодых исполнителей, самых ярких представителей по своим федеральным округам, которые прошли отборочный тур в своих городах и собрались все вместе на Байкале. Наши девочки проходили отборочный тур в городе Благовещенск в марте месяце, участвовали в 3 номинациях, и в каждой номинации на отборочном туре заняли первые места, что дало им безоговорочное право выйти в финал конкурса. Арина Коваль и Алиса Залилова завоевали звание лауреатов 1 и 2 степени в разных номинациях финала 6-го сезона конкурса «Новые огни». Выступили очень достойно, результатами я очень довольна, но, к сожалению, гран-при нам не покорился, но это прекрасный повод еще раз поехать на Байкал, попробовать свои силы. Программа фестиваля была по-настоящему насыщенной. Помимо конкурсных выступлений, участников ждал особенный формат – творческий опен-эйр на берегу Байкала с мастер-классом от председателя жюри Юлии Лебеды. Нерюнгринки вернулись домой не только с наградами, но и с багажом ярких эмоций, новых знакомств и бесценных знаний. Фестивальные дни. У нас проходил мастер-класс от жюри Юлии Лебеды на берегу Байкала на открытом воздухе. И с этого мастер-класса я узнала новые вокальные техники, что
помогло мне успешно выступить на гранд-финале. Я выступила очень даже хорошо, жюри даже танцевали на своих местах и подпевали мне. Когда я услышала свое имя на награждении первых мест, я, честно, была в шоке. Это была такая радость для меня. Для юных артисток награды не просто строчки в портфолио, а новая ступень, открывающая перед ними широкие творческие горизонты. Финал всероссийского вокального конкурса «Новые огни» подарил мне незабываемые эмоции и массу новых побед. Кроме того, что сейчас летний месяц, я активно готовлюсь к следующему конкурсу «Родники. Дальний Восток». Я прошла финал в июле. В сентябре я поеду в Биробиджан, где буду соревноваться с детьми с Дальнего Востока. Новые успехи юных нерюнгринок – еще одно доказательство того, что талант, помноженный на труд и поддержку наставника, способен покорять самые высокие творческие вершины. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В Якутии в первом полугодии этого года резко вырос спрос на вахтовых специалистов, особенно на бурильщиков, слесарей и дорожных рабочих. Самые высокие зарплатные предложения среди лидеров роста зафиксированы у слесарей в среднем 188 тысяч рублей за вахту, в то время как бурильщикам предлагают около 146 тысяч рублей. В целом по стране количество вакансий для ряда профессий увеличилось вдвое, а средняя зарплата в вахтовом сегменте вплотную приблизилась к отметке в 200 тысяч рублей. В Мирнинском поселке газовики к началу отопительного сезона заменят 520 метров инженерных сетей, включая отопление, канализацию и водоснабжение. Коммунальщики уже демонтировали старые трубы и приступили к сварке новых. Также ремонтные работы пройдут в поселке Аэропорт, где частично обновят систему отопления и горячего водоснабжения. Модернизация сетей в обоих населенных пунктах призвана обеспечить бесперебойную работу ЖКХ в зимний период. На данный момент ложится ветка системы канализации, то есть новая ветка полностью прокладывается, то есть мимо первого дома и выходит, то есть в основную центральную систему канализации. Далее пойдут они, так как они идут вкупе, идет холодное водоснабжение и горячее водоснабжение, подача и обратка, две ветки. Далее у нас также пойдет утепление данного маршрута, то есть то, что заварит, то есть подготовили уже опоры, на чем будут лежать, собственно говоря, трубы, то есть материалы все у нас имеются. С 2012 по 2025 год благодаря программе «Земский доктор» в сельские больницы Якутии приехали работать 1668 медицинских специалистов. Это 1361 врач и 307 медсестер и медбратьев. Только за прошлый год штат районных больниц пополнился на 111 сотрудников, а в планах на этот год привлечь еще 106 человек. На сегодняшний день новые договоры подписали уже 62 медика, поэтому специалисты уверены, что план будет выполнен полностью и вовремя. Чтобы поддержать приезжающих врачей и средний медперсонал, на подъемные выплаты в этом году выделили 163 миллиона рублей. Основную часть этой суммы покрывает федеральный бюджет, а оставшиеся 7% добавляет республиканская казна. Конечно же, хотелось рассказать про программу обеспечения жильем медицинских работников, которая реализуется у нас для врачей, прибывших в арктические и северные районы. Это программа для врачей до 40 лет. По истечении 5 лет работы они могут претендовать на выплату в размере 50% от стоимости однокомнатной квартиры. В этом году размер выплаты будет свыше 3 миллионов рублей. То есть врачи, прибывающие в арктические и северные районы, сразу могут претендовать на участие в двух программах. Это «Земский доктор» и региональная программа по обеспечению жильем медицинских работников. Центральная библиотека Горного Улуса активно организует летний досуг школьников. В первом сезоне работал кружок чтения на якутском языке «Кинигичея». Во втором – патриотический проект «Родина в ладошколах», реализованный в рамках нацпроекта «Семья». Данная инициатива была признана лучшей библиотечной практикой региона.
Кружок Центральной библиотеки называется «Сайдар Сайын», в котором ходят школьники среднего звена и старшеклассники. В программе кружка чтения книг, интеллектуальные конкурсы на различные темы, мастер-классы. Из филиалов в Атаманской сельской библиотеке 2 года подряд работал библиолагерь, где библиотекарь Елизавета Ефремова с энтузиазмом провела познавательные и литературные мероприятия, творческие занятия и подвижные игры. С 1 марта следующего года российские банки начнут отказывать в проведении операций, если на устройстве клиента будет обнаружено вредоносное ПО. Инструменты для выявления вирусов интегрируют в мобильные приложения на официальные сайты кредитных организаций. По данным МВД России, мера затронет платежи по картам, электронные переводы и транзакции через систему быстрых платежей. Нововведение направлено на усиление защиты средств граждан от гиперпреступников. Это были все новости этого утра. До встречи в эфире. В последние годы интерес к комиксам и косплею в Якутии значительно вырос. Все больше молодых людей увлекается этим направлением, и этот тренд становится все заметнее не только среди поклонников, но и в целом среди молодежи. Сегодня у нас в гостях Егор Давыдов, организатор фестиваля гик-культуры в Якутии ИКТ Гик-фест, и Милена Овчинникова, одна из участниц косплееров. И мы поговорим, конечно, сегодня вообще о том, как развивается эта культура. Егор, ну первый вопрос будет, конечно же, к вам. Что такое вообще гик-культура? И как вы попали в это движение, и что вас вдохновило? Ну, хотелось бы сначала разобраться в целом с термином гик-культуры и кого называть гиками. Раньше, давным-давно, гиками называли тех, кто чем-то сильно очень увлекается, и при этом это не популярно. То есть для большинства людей они выглядели как странные одиночки. Но с годами, вот в наше время, это уже большая массовая культура, большая индустрия. И в качестве примера могу привести, например, увлечение аниме. Там лет 20-25 назад, наверное, мало кто знал, что такое аниме. А сейчас среди молодежи, наверное, сложнее найти того, кто не смотрел аниме, чем того, кто смотрел аниме. Вот. И если вот по вопросу, когда я познакомился с гик-культурой, именно в оригинальном понимании, наверное, это было, когда я учился в школе здесь, в городе, и узнал, что такое, ну, что есть клуб мифоисторического моделирования под названием «Мифрил», если по-простому, клуб толкинистов. Вот я узнал про них, вступил туда. Потом был первый аниме-клуб «Хагаки», он тоже находился здесь, в Якутске. И получается так, что по выходным я бегал в на зеленом лугу с деревянным мечом, который изображал гнома берсерка, да? А по четвергам ходил в аниме-клуб и учился рисовать аниме. Мы там обменивались своими впечатлениями от просмотренного аниме. И вот эти два сообщества, мне кажется, это вот максимально оригинальное понимание гик-культуры, да? То есть гик-сообщества. То есть втянуло. Фундамент был заложен там. Да. А вот интересно, как Милена попала в косплей, да, и вообще узнала об такой, о гик-культуре? Ну, мама меня с детства водила по всяким кинотеатрам, это как-то укоренилось во мне. И в подростковом возрасте я увлеклась уже играми, комиксами и захотела сходить на какой-нибудь фестиваль. Я узнала, что есть такие мероприятия. И мама и тетя узнали, что в городе есть ИКТ Гик-фест, и он должен был пройти через 2 недели. И мы быстренько сделали костюм. Это был мой первый костюм на чародейку из Диабло 3. Я пришла туда, мне было очень весело, мы походили, и я затянулась, и каждый год ходила. То есть твои родители поддержали твой интерес и даже в костюме помогли тебе сделать, да? Ну вот, а какие образы зачастую вас впечатляют, Милена, да? И вообще, насколько сложно делать вот порой такие, невероятные костюмы? Лично у меня это занимает месяц или больше, но я знаю косплееров, профессиональных косплееров, которые занимаются костюмом, год или полгода, могут даже несколько лет заниматься. И по деньгам это выходит, очень дорого. Да, очень дорого, да. Вот мы сейчас видим, это ваши костюмы? Нет, да. Это ваши костюмы? Да, это мои. Вот с 15-го года, мне было 15 лет, мой первый костюм. И потом уже в профессиональный косплей я вошла в 2023 году с косплеем Леди Марии из Bloodborne.
и выиграла первую номинацию «Мастер детализации». Вот так, да? Хорошо, Егор, как вы думаете, вот почему все-таки сегодня это настолько популярно? Все больше и больше вот молодых людей интересуется этим, да? Ну и, конечно, ваши фестивали — это вообще просто невероятное шоу. Ну, это само явление, это уже популярная культура, то есть оно уже, наверное, не называется как гик-культура. Сейчас мы его называем уже как поп-культура. А если брать именно косплей, то, наверное, да, вот наше мероприятие, оно очень сильно способствовало развитию именно движения, увлечения косплеем среди молодежи. И мы прямо видим, что с каждым годом, с 2014 года, и количество косплееров растет. Да, и главное — качество. Как пример, например, в Казахстане проходит Комик-кон, такого рода мероприятия. И там вот совсем недавно члены нашего жюри по косплею, Муся и Арсен, они получили первое место в своей категории. Да, мы видели эту новость в социальной сети. То есть наши ребята и уже, так сказать, на международном уровне. Да, на очень достойном уровне уже. Хорошо, вернемся все-таки к вашим образам, Милена, да? Почему зачастую выбирают вот зарубежных героев? Вот вы называете там, да, различных из комиксов, да, возможно, из аниме. Почему бы не перейти к каким-то российским героям? Вообще, наше увлечение подростков и молодежи выходит в таком косплее, в костюме и в любимых персонажах. Но по большей части, конечно же, все увлекаются играми зарубежными, фильмами зарубежными, потому что это популярно. Но в последнее время я замечаю, что очень много детей, подростков делают отечественных героев и даже якутских. Даже есть номинация. У нас есть номинация «Национальный косплей». Да, то есть там именно якутские мотивы должны быть. Поэтому есть целая номинация, есть призовой фонд. Популяризируете все-таки, да? Хорошо. А вот, Милена, еще такой вопрос. Вот эти громоздкие костюмы, да, они же занимают очень много места. Куда потом ты их утилизируешь или хранятся у тебя где-то? У меня они лежат в шкафу, но некоторые костюмы я раздаю по деталям, меч могу отдать кому-нибудь. Вещи, которые уже в негодности, приходится, конечно, выбрасывать, но я пытаюсь их хранить как можно дольше. Как можно дольше. Да. Егор, но если говорить про планы на будущее, есть ли какие-то, может быть, идеи развивать как-то это гик-сообщество больше, эффектнее? Мы всегда развиваемся, растем, стараемся учитывать какие-то нюансы, ошибки, может быть, в организации, да, и стараемся улучшать качество именно организации. Итак, дорогие друзья, мы сегодня разыграем 2 пригласительных на этот фестиваль, поэтому, если вы желаете принять участие, заходите в наш телеграм-канал, и в Макс Вопрос будет там. Ну и кто-то из вас получит уникальный шанс прийти на замечательный фестиваль. На этом время нашего эфира подходит к концу. Спасибо, ребята, удачи вам на фестивале. Ну, а мы увидимся завтра в 7:00 на телеканале Якутия 24. Оставайтесь с нами. До новых встреч!